Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия Reflections on History. Поворот в истории. Первый штрих на чистом белом листе, словно первый шаг, сделанный младенцем. Первая поездка малыша на лошади. Каждый поворотный момент отмечался по-особому. Начинать всегда нелегко. Тысячелетия назад и сегодня. Атка Утыргызу. Не просто обучение верховой езде. Это благословение наследника и будущего воина. Едва подрастает он, и кривой дедовский клыч дают ему в руки. Зоркие глаза его не хуже взгляда степного орла различают добычу в чистом поле, а опасность слышит он издали. Мало кому удавалось подобраться незамеченным к кипчакскому стану. Они тоже начинали жизнь с чистого листа, который стал заглавной страницей в большой истории. Керей и Жанибек. Мы каждый раз находим все новые и новые письменные источники. Казах – это иноназвание. Название данной соседи. Казах. Об этом пишет Мухаммед Хайдар в своей книге «Тарихи Рашиди». Нужно обратиться к самим первоисточникам, то есть поднять первоначальные версии Тарихи Рашиди на персидском языке. Глава 1. Между истиной и легендой. Санкт-Петербургский институт восточных рукописей. Не так-то просто держать в руках вот эти вот рукописи, которым так много лет. В Петербурге слишком напряженный график. Чукан Валиханов потер виски, увлеченный переводом. Он и не заметил, как быстро пролетело время. Не догадываясь, что до великого открытия оставались считанные страницы, Чукан отложил в сторону средневековый персидский манускрипт. Когда Абул-Хаир-хан полностью подчинил себе Дашт и Кипчак, некоторые султаны джучидской династии обонянием предусмотрительности почуяли веяние надвигающейся беды с его стороны и решили предотвратить ее. Вот эти вот все камни, вот то, что вот здесь вот продается, вот это вот все из Казахстана. Так вот приезжаешь куда-нибудь на Гималаи и видишь родной флаг. Сверкающие вершины Гималаев. Свой последний приют тюркский аристократ, военачальник и автор знаменитой тарихи, написанной в 40-е годы XVI века, нашел в центре Кашмира. Кто впервые написал о создании казахского ханства? Мухаммед Хайдар Дулати. Алматы, 159-я гимназия. На очередь вопросов, подобную автоматной, стремительно отстрелка ответов. Про жизнь и происхождение летописца и о ценных сведениях, касающихся истории казахов из Рашидовой истории. Абул-Хаир нападал на султанов джучидов. Жанибек-хан и Керей-хан бежали от него и прибыли в Моголистан. Исан-Буга-хан хорошо принял их и отдал им Казы-Баши, которая находится на западе Моголистана, на реке Чу. Почему Ерей и Джанибек ушли от него? Почему, значит, и не только он, а ведь с ними ушли огромное количество, значит, отрядов вот этих вот казахов, которые посчитали, что, значит, им будет лучше с Гиреем и Джанибеком, нежели с Абул-Хаир-ханом. Согласно легендам и легендарной эпопее Ильяса Есенберлина, ханы откочевали после убийства Батыром Кубланды аргынского военачальника Акжолбия. Абул-Хаир-хан отказался выдать убийцу Кирею и Жанибеку, и в ту же ночь большинство аулов ушли в сторону Моголистана. Такая понятная для школьников история самим историкам не просто дает ответы. Ученые скорее задаются новыми вопросами.
никак не сказано о том, что почему правитель Моголистана Есенбуга предоставил именно эти земли. Ведь нету в истории ни одного случая, когда правитель какого-либо государства или какое-либо государство добровольно предоставляло кому-то свою территорию или же отдавало его. Скорее всего, Моголистану, окруженному кольцом сильных ханств, нужна была военная поддержка родственных племен. По словам летописца Аль-Асрара, августейшее прибытие царевичей встретили с почетом и изъявлением, то есть как представителей двора, а не изгнанников. Но в Тарихи Рашиди лишь краткое переложение событий, ведь даже на самый главный вопрос со стопроцентной точностью автор ответить не смог. Согласно Мирзе Хайдара Дуглата, датой основания казахского ханства является 1465-66 годы. Правда, завершает, свое повествование о дате создания казахского ханства Мирза Хайдар Дуглат таким выражением, как «А Аллах об этом лучше знает». Глава 2. История с родословной. С каждым движением кисти просыпаются вековые сосны, и кажется, что от этого нарисованного озера веет свежестью и прохладой. Оживают картины настоящего, и прошлое будто тоже становится более осязаемым. Акмолинская область. Возможно, где-то здесь и находилась летняя ставка ханов-основателей. Я знаю, что было найдено погребение, которое предположительно может принадлежать именно Жанибеку. Совершенно верно. В 17 километрах от станции Кургальжино, на сопке, которая прилегает к озеру Шалкар, Жанибеки Шалкар, которое так прозвали местные жители, был обнаружен мазар. И топонимика, и облицовочная глазурь четко указывают, что погребение принадлежит лицу знатному. Но пока это только версия. Сибирское ханство – это нынешний Северный Казахстан и Южная Сибирь. Вот таким путем. А Южный Казахстан – это государство Акорда, где правили потомки Ордайжен, казахские ханы Жанибек и Кирей. А вот Юго-Восточный Казахстан, вот наша Алматинская область, входил в состав государства Моголистан, центр которого был город Кашгар, находясь ныне в западном Китае. Было так или нет, археологические исследования покажут. А вот прояснить ситуацию с родословной первых ханов даже письменные источники пока не могут. Согласно одним, Кирей и Жанибек – потомки старшего сына Джучи, Ордайджена. По данным Абуль-Гази, в ханских жилах течет кровь другого наследника Джучи. С его мнением согласен и средневековый автор Махмуд ибн Вали. В Бахр аль-Асрар он тоже записывает ханов потомками Тука-Тимура. А в 1428 году ханом восточной части степи Дашт-и-Кипчак стал Абулхаир. Каждый день думал он о своих родственниках-чингизидах, которые, как из засады, смотрели в сторону бывшего золотоордынского трона. Самыми опасными считались два барса – Жанибек и Кирей, ведущие свой род от Тука-Тимура, 13-го сына Джучи. Впрочем, в одном и современники ханов, и современные историки сходятся однозначно. Основатели казахского государства – потомки Урус-хана. Жанибек – сын Барак-хана, Барак – сын Койричака, а тот сын Урус-хана. То есть фактически они принадлежали к правящей династии чингизидской эпохи. Кирей и Жанибек – это троюродные братья, это доказанные вещи, но в то же время почему-то только применительно к Жанибеку употребляется термин «казах». Вообще, о жизни основателей ханства до их откачевки, кроме упоминаний о генеалогическом древе, мало что известно. Глава 3. Под знаменем одним. 1465-66 мы называем какими датами? Это годы создания казахского ханства. Правильно. История в фактах. Известна им на зубок и в переложении Ильяса Есенберлина. Снова школа. В литературной версии появления нового государства захватывающий бестселлер. Любовь, интриги, битвы. Неразрозненными аулами,
а страной казахов придем мы к границам Моголистана и Туркестана. Пусть увидят и поймут потомки Джагатая и Шейбани, что с нами придется считаться в будущем, и что уход наш из родных мест временный. Клич наш должен быть прост и понятен каждому казаху. Да пребудет в веках единая Белая Орда. Согласно версии писателя, именно с массовой откачевки и началось становление государства. У этой гипотезы много сторонников. В своем труде Тынышпаев отметил 1456 год откачевки. Эту же цифру указывали Магауин и Салгарин. Называются различные годы, связанные с 50-ми годами 15 века, а где-то и доводится эта дата до 1470 года. Есть версия, что это случилось и вовсе в начале XVI века. Советские историки считали, что государство образовалось после ухода шейбанидов в Среднюю Азию. Были предположения, что ханство стало самостоятельной страной только после смерти Абулхаира, который отправился в поход за откочевавшими, но умер в пути, то есть не раньше 70-х годов XV века. Огромное количество мы нашли источников. Я не могу сказать, что... Хотя, конечно, всегда исследователь говорит, недостаточно. Конечно, недостаточно. Отложенная Чуканом Валихановым рукопись Дулати стала поворотным моментом в жизни его коллеги и хорошего знакомого. Владимир Вильяминов-Зернов с ее помощью первым определит дату основания ханства. На сегодняшний день существует лишь одна документально зафиксированная цифра. Именно в Тарихи Рашиди. 1465 год. Новый перевод с персидского, возможно, внесет новые коррективы, но не в датировку, в саму историю. Вот именно взлет и падение ханства Абулхаир-хана – это очень интересный объект исследований, и до сих пор он не до конца и недостаточно исследован. Почему? Потому что здесь очень важно изучить вот именно тот период, когда казахи, ну, как бы не этноним казахи, это даже их называли казахи, узбеки-казахи. То есть это было одно ханство, это был один народ. Когда они ушли от Белой Орды и еще не дошли до образования казахского ханства, в этот промежуток времени они получали название казах. С легкой руки Мухаммеда Хайдара слово «казах» уже будет упоминаться и в остальных хрониках. После смерти Абулхаир-хана, когда в областях Дашт и Кипчака возникли беспорядки, большая часть воинов собралась под сенью знамени могущества царевичей. Так как в начале прибытия в Моголистан они проводили время в набегах, к этому народу пристало имя казак. В то время Керей-хан был назван государем. Эпилог. Неподвластные времени. Тихо шумит котел с мясом, настраивает дамбру, возможно, в будущем великий Акын или воин. Возможно, даже Акын и воин в одном лице. Вбирает ласковое тепло солнца юрта. Они уходили из родного края, чтобы вернуться, и они это сделали. Керей и Жанибек с соратниками вернули большую часть земель сразу после смерти Абулхаира. Через буквально несколько лет после этой эпопеи, где-то примерно в 1560-х годах, пало государство кочевых узбеков. И был убит сын хана Абулхаира, тогдашнего хана кочевых узбеков, шайх Хайдар, и его внук Мухаммед Шейбани, то есть тот внук того человека, который вынудил Джанибека и Гирея покинуть и уйти в Моголистан, он вынужден был бежать. И, конечно, Керей и Жанибек вряд ли придавали значение тому, о чем не утихают споры уже который год. Так который год считать за дату основания ханства? Не это принципиально. Принципиально то, что сам факт образования, создания казахского ханства стал одним из этапов в становлении казахской государственности, точнее, государственности на территории Казахстана.
Первыми быть трудно, ведь именно от них всегда ждут большего, и они смогли повернуть историю в свою сторону. Черноусый красавец Жанибек и квадратный, похожий на гранитную скалу Кирей. Так описывает их Ильяс Есенберлин. Как холодные отточенные кинжалы были их лица.